хоть это и экономическая конференция, я буду также говорить о политике, потому что экономику не всегда можно отделить от политики, особенно в нашем случае. Я знаю, что для многих представителей власти и бизнеса России Лукашенко хоть и не самый приятный, но привычный партнер. И принято думать, что он олицетворяет стабильность. Но единственная стабильность, которую он все еще может предложить, это стабильность репрессий и беззакония, в том числе и в экономике, и в бизнесе. И как любой белорус, я понимаю, насколько сильно экономика Беларуси связана с экономикой России. И я знаю, что нам нужно будет выстраивать новые, честные и прозрачные отношения и договоренности с Россией. И, конечно, сегодня сложно говорить о том, какой будет российско-белорусская ситуация в момент смены власти в Беларуси. Режим продолжает подписывать дорожные карты, а белорусы продолжают отстаивать свой суверенитет. Поэтому я хочу напомнить, что новая власть может не признать договоренности Лукашенко после 5 ноября 2020 года. Ведь это договоренности человека, который нелегитимно удерживает власть террором и больше не имеет полномочий выступать и заключать сделки от имени народа. И мы не знаем, на каких принципах российская сторона решит выстраивать новые отношения с Беларусью. Но я готова сказать, на каких принципах демократические силы планируют выстраивать новые отношения с Россией. И первый принцип – это, конечно же, верховенство права. Любой российский инвестор или торговый партнер, который ведет свою деятельность законно, сможет рассчитывать на защиту своих интересов в независимых белорусских и международных судах. И больше не будет риска быть арестованным после переговоров с премьер-министром Беларуси. Больше не будет риска потерять все активы на территории Беларуси только из-за того, что кому-то из чиновников приглянулся ваш бизнес. Второй принцип – это прозрачность и открытость договоренностей. Больше не будет подписанных сделок, о содержании которых знает только узкий круг приближенных. Все договоренности будут открытыми и выгодными для экономик обеих стран. Третий принцип. Беларусь станет партнером, который выполняет взятые на себя обязательства и не занимается обогащением за счет обмана торговых партнеров. И следующий принцип. В Новой Беларуси будет приветствоваться конкуренция, и не будет специальных условий, которые сейчас получают приближенные к режиму бизнесмены. Я уверена, что граждане России нашли бы лучшее применение тем 150 миллиардам долларов, которые российский бюджет потратил на поддержание режима за последние 27 лет. И я понимаю, что Беларуси придется очень быстро наверстывать то технологическое отставание, которое достанется нам после действий режима. И поэтому нам нужны будут прямые иностранные инвестиции, и в том числе из России, которые позволят модернизировать производство, повысить квалификацию белорусских рабочих и привлечь новых партнеров. И Беларусь будет стремиться интегрироваться в мировую экономику. Я уверена, что руководство Новой Беларуси будет действовать открыто, чтобы максимально быстро повысить уровень жизни белорусов. Мы слишком долго жили бедно, несмотря на высокий уровень образованности людей. Нам нужно будет преодолеть синдром выученной беспомощности и позволить людям улучшить свою жизнь за счет новых возможностей, которые появятся с приходом полноценной рыночной экономики. И мы сделаем упор на развитие малого бизнеса с максимально простыми условиями и возможностью получения кредитов. И, конечно, российский малый бизнес может прийти в Беларусь и работать на равных условиях с белорусами. И также я понимаю, что не все представители российской стороны будут заинтересованы в изменении формата белорусско-российских отношений. И поэтому я хотела бы назвать главные преимущества сотрудничества с ответственным и надежным партнером, которым станет новая Беларусь без Лукашенко. Это уверенность в исполнении взятых на себя договоренностей. Это возможность иметь полноценного торгового инвестиционного партнера, вместо того, который все время просит в долг. Это отсутствие страха будущего. Ведь условия работы бизнеса не будут зависеть от решения одного человека.
а будут регулироваться реально действующими законами. И это гарантия права собственности. Ведь для инвесторов значительно упадут риски за счет таких институтов, как настоящий парламент, независимые суды, работающая правовая система. И самое главное – это повышение уровня жизни народа как основная цель белорусской экономики. На обогащение приближенных к режиму людей, когда не обогащение приближенных к режиму людей, когда вся прибыль оседает в узком кругу, а убытки достаются всей стране. Наша задача – позволить нашим детям жить значительно лучше, чем жили мы, и не повторить сложный путь, который пришлось проходить нам. И относиться к народам, живущим по соседству, честно и открыто, как к настоящим друзьям и партнерам. Спасибо вам большое за возможность выступить на этой конференции.